Хвала Аллаху, Господу миров! Всемилостив и милосерден Он один, Дня судного один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем, и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезею нас. Вот уже много сотен лет существует в исламе особый отрезок времени, в течение которого верующий почти постоянно обращен в своих мыслях ко Всевышнему. Это время – священный месяц Рамадан. Он может выпадать на весну, лето, осень или зиму, но одно остается неизменным. Это время является временем молитв, благости и добра. Воспоминания о Рамадане яркие и живы, как будто он приходил только вчера. В этот благословенный Рамадан мы, мусульмане, соблюдали священный пост. Пост является одним из 5 столпов ислама, то есть одним из 5 обязанностей мусульманина после того, как он стал мусульманином, приняв веру ислам. В священном Коране Всевышний Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Шахру Рамадан аллази унзиля фихил Коран». Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан священный Коран. Да, действительно, по хадисам нашего святого пророка Мухаммада, да будет с ним мир и милость Всевышнего, а хадис означает это высказанные слова, это поступки, это те действия, которые сохранились в записях от приближенных асхабов, то есть друзей нашего святого пророка Мухаммада Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, да будет с ним мир и милость Всевышнего. Он говорит, что священный Коран был ниспослан, когда наш пророк в месяц Рамадан находился в горе Хира, и эта гора называется иногда и Джабалян-Нур, гора Нур, гора света, так как именно находясь в пещере Хира, горы света, наш пророк увидел впервые своими глазами ниспосланного посланника Джабриила, архангела Гавриила библейский. И он сказал нашему пророку впервые человеческим голосом: «Икра бисми раббика аллази халяк». «Читай с именем Господа твоего». И тогда наш святой пророк, не понимая, кто он, не зная, кто к нему пришел, кто был ниспослан, он сказал, что «Ма ана бикари», «я не умеющий чтения, я не могу читать». Тогда Джибриил прижал к себе груди нашего пророка Мухаммада и сказал: «Икра бисми раббика аллази». И наш пророк запомнил все те ниспосланные аяты священного Корана и прочитал священную суру. Таким образом, именно 26 на 27 Рамадана считается, был ниспослан первый аят священного Корана, был ниспослан Коран, был ниспослан священный Коран, священное писание мусульман. Вы смотрите программу «1001 день». Прошел еще один благословенный месяц Рамадан. Прошел месяц поста, месяц благости, месяц, когда, как говорил пророк Мухаммад, раскрываются врата рая и закрываются врата ада. Прошел месяц, когда мусульмане своим постом очищались от тех грехов, которые были в их жизни. Праздник разговения, Айд-аль-Фитр, собрал людей в мечети, собрал их для того, чтобы вместе порадоваться, что Всевышний даровал нам такую возможность предстать перед Ним еще раз в своем поклонении.
Ведь этот короткий период, 30 дней, он бывает только раз в году. Но насколько он долгожданный, насколько он месяц благости, месяц добра, месяц милосердия, он остается затем, и в конце, последние дни месяца Рамадан, мусульмане в своих молитвах всегда просят, чтобы Аллах даровал нам, прощай, Рамадан, говорят, но пусть он придет снова. Это значит, что Аллах даст нам еще одну возможность очиститься, еще одну возможность держать пост. Держать пост – это не только соблюдать весьма жесткие условия. Не есть и не пить от рассвета до темноты, отказаться от супружеской близости, значительную часть времени проводить в молитвах. Пост – это одна из дарованных человеку возможностей испытать свою веру, а еще осознать свою причастность к числу тех, кто поклоняется Всевышнему, почувствовать удивительное состояние объединения самых разных людей в то единое целое, что и называется исламской нацией. Ведь вера в Аллаха не разделяет людей на арабов, французов, татар или русских. Вера их соединяет. Месяц Рамадан и пост во многом служат именно этому. Так что пост – это не просто обычай. Это одна из ступеней веры, одна из ступеней той лестницы, которая выше и выше и выше поднимает человека каждый раз, как он получает возможность поститься. А отсутствие этой возможности, оно наоборот как бы лишает человека возможности предстать перед Всевышним в самом наилучшем образе. Ведь и Коран, и молитва, и пост – это все то, что будет нашим заступником в день Великого Суда. Мусульманский пост, саум по-арабски, пост, приходится на месяц Рамадан. Отсюда иногда возникает некая путаница, что пост Рамадан. Нет, это не пост Рамадан. Пост, еще раз, он и есть пост, но в месяц Рамадан. Пост для верующего мусульманина – это некая попытка самопознания, это попытка самоочищения, что требует определенных усилий. И, между прочим, существует достаточно интересная информация о том, как первые мусульмане держали пост еще при пророке Мухаммаде. Первый пост 624 года. Действительно было тяжело, потому что это почти 30 дней голодания, а пост у мусульман очень жесткий пост. Запрещено пить воду, запрещено даже сглатывать слюну. Так что это, в общем-то, сам действительно требует больших и моральных, и нравственных, и, я бы сказал, даже в чем-то физических усилий. И вот как мусульмане поддерживали друг друга вот в этой созданной ситуации. И вот самый первый пост, да и последующие посты, они были, я бы сказал, одним из факторов формирования мусульманского братства, мусульманского единства. Это действительно очень важный был момент, и с моей точки зрения сам Мухаммад очень четко его продумал. Вы смотрите программу «1001 день». Аллах говорит нашему святому пророку, а через него всем нам, мусульманам, в действительности мы ниспослали священный Коран именно в ночь предопределения. Поэтому эта ночь является для нас благословенным и является ночью предопределения наших судеб. Эта ночь для пророка стала точкой отсчета его новой жизни, жизни посланника Аллаха. Ведь именно с этого момента и до конца жизни пророк Мухаммед страница за страницей, аят за аятом передавал человечеству священный Коран. Иногда мусульмане задают такой вопрос: а действительно ли уже все предначертано, предопределено Всевышним, и мы не сможем изменить свою судьбу? Хотя Всевышний Аллах дает нам возможность именно в ночь предопределения за нашу богобоязненность,
за нашей молитвой, за нашей просьбой у Всевышнего, Он может изменить нашу судьбу в лучшую сторону. Это действительно ли так? Да, безусловно. Всевышний в Священном Коране говорит: если вы будете просить у Всевышнего, чтобы все ваши дела были благими, чтобы вы смогли жить так, чтобы заслужить награду Всевышнего, вы будете просить прощения за те ошибки и за те грехи, которые были сделаны вами, и чтобы в дальнейшем вы не допустили таких ошибок и не делали грешных деяний, то в этом случае, безусловно, в ночь предопределения Всевышний услышит ваши молитвы, ваши просьбы. В месяц Рамадан сюда, в наши мечети, приходит намного больше людей. Они как бы стремятся еще больше посвятить свое свободное время поклонению Всевышнему, поскольку награда за это будет намного больше. Пост, как сказал пророк Аллаха Мухаммад, заключается не в том, чтобы не есть, не пить, а в том, чтобы поклоняться, воздерживаться от зла, от дурного и исполнять предписания Всевышнего. Это печать благости этого месяца. И одна лишь та сторона, что пост, он как бы связан вот с раскрытием предписания Всевышнего Аллаха нашему пророку, она связывает нас, как бы приводит в это лоно веры, в лоно ислама.